Все. Доброе утро, уважаемые читатели и зрители Кактус Медиа. Мы вновь в прямом эфире на наших платформах Facebook, Instagram. Всем привет! Подключайтесь к нашему эфиру. И говорим мы сегодня об очень важной вещи, которая произойдет 11 июля, в воскресенье. Напомню, что состоятся повторные выборы в Бишкеке, Аше и Токмаке, потому что итоги выборов, которые были 11 апреля, отменены в связи с многочисленными нарушениями. И самое главное, что повторные выборы назначены в, пожалуй, ключевых городах нашей страны. И Кыргызстан столкнулся с тем, что выборы назначены на середину лета, а это значит, что явка будет достаточно низкая. Чем это чревато? Почему необходимо появляться на выборах и оставлять свой голос? Мы говорим сегодня с экс-председателем, члена Центра избиркома Атыр Абдрахматовой. Атыр, доброе утро. Спасибо за то, что нас посетила и в очередной раз просвещаешь по поводу выборов. Все самое интересное вы можете, конечно же, прочитать у нас на сайте Кактус Медиа, о всех нарушениях, почему нужно, почему важно ходить на выборах. Но сегодня мы ведем живую беседу. Атыр, в первую очередь самый главный вопрос. Ты сама пойдешь на выборы? Конечно, я пойду. Да? Да, это важно. И несмотря на жару, с учетом необходимости соблюдения санитарных норм, я однозначно схожу, и сходит моя мама, потому что если я не... То есть, знаете, важно здесь сразу же, да, переходя, наверное, к цели нашей сегодняшней встречи, Конституция всех стран, да, и в нашей в том числе, она гарантирует, что вся власть в стране принадлежит народу. И каждый, то есть кто такой народ, да, из-за того, что вписывается народ, это как бы размывается, но народ это мы, да, каждый из нас, каждый гражданин. И Конституция говорит о том, что народ, то есть каждый гражданин реализует свою власть на управление государством в первую очередь через выборы и референдумы, да, и права и свободы граждан, меня в том числе, они не просто вот я имею право, да, и имею свободы, но они же также и с собой несут ответственность, поэтому все, что происходит в стране, все, что происходит в Бишкеке, я ответственна также. И для меня важно, конечно же, пройти и проголосовать. Тем более выбор большой, да, в Бишкеке 18, в Токмаке сколько, 11 там, да, партий, и если все не нравятся, то, конечно, у нас, как всегда, есть графа против всех. И на самом деле это очень важно. Поэтому я думаю, что если я не пойду на выборы, так уже как бы и мама думает, да, слава богу, за меня никто не будет решать, да, а то меньшинство, которое придет, оно решит, и тогда ответственность на мне тоже за дела, происходящие в стране и государстве. Но очень многие решают поступать так. Все равно ничего не меняется, все равно все за нас решат, смысл идти. Почему эта формулировка не работает? Во-первых, смотрите, да, к сожалению, выборный процесс в нашей стране, ну и в большинстве постсоветских стран еще не вызывает доверия со стороны граждан, да, очень большие были фальсификации, и то наше поколение, которым уже сейчас за 50, они, конечно, видели выборы, когда приходи, не приходи, голосуй, не голосуй, бюллетени менялись, протокола менялись, и просто рисовались цифры, которые необходимы были властям. И, к сожалению, наше общество остается стереотипным, с одной стороны, да, то есть то, что думают 50-60-летние граждане, оно переходит, оно транслируется в обществе и переходит к молодежи, да. При этом это одна из самых ответственных категорий избирателей, да, которые всегда ходят на выборы. И старшее поколение, да, оно на самом деле в большей степени по всей аналитике, которые есть у нас по выборам, старшее поколение ходит больше, молодежь ходит меньше, хотя молодежь больше обсуждает о том, кто политики, как они управляют и так далее, да, и особенно сейчас в соцсетях. Так вот, этот стереотип, который сложился тогда, когда, ну реально, да, бюллетени менялись, и протокола менялись, и было действительно не важно, как ты проголосуешь, было важно, как подсчитают, что решат на верхах. Сейчас, конечно, уже у нас почти 10 лет, как внедрили, да, биометрику, эти автоматически считывающие урны. Говорить, что 100% никто за кого-либо не проголосует, пока еще, конечно, под вопросом, но в любом случае выборы стали чище в смысле того, что за тебя мало ли кто, то есть никто не сможет нарисовать. И то, что автоматически считывающие урны есть, конечно, показало однозначно ту реальную явку,
которые есть во всем мире, в принципе, да, то есть нигде в государствах, где есть честные и справедливые выборы, никогда не будет стопроцентной явки. То есть вот эти потрясающие цифры в 75-80% да, явки – это нереальные это цифры. нереальные цифры были и будут. И сама реальность, конечно, явка, она будет около 50, да, максимум 60%. Это вот когда какая-нибудь большая страновая компания или очень, я не знаю, противостояние сильных лидеров, политиков, конкурентов на выборах, тогда, конечно, явка может быть, да, то есть больше 50%. А так явка на самом деле, она сама в районе 40-50%, это, на мой взгляд, естественно и нормально. Вы вернулись к цифрам, давай по конкретике. В Бишкеке около 500 000 избирателей. Для того, чтобы выборы состоялись, необходимо какому количеству людей прийти? А вот это важно. На самом деле в выборах без разницы, сколько человек придет. При выборах депутатов, что местных, конечно, что парламента, не учитывается общее количество явки для того, чтобы считать, выборы состоялись или нет. Это нужно достаточно только... 10 да? людям прийти для того, чтобы выборы считали состоявшимися. Да. Что на президентских, что на парламентских, что на местных выборах достаточно даже вот 10-5 человек. Но большое но, да, партии, конечно, обратно же партиям также, да, чем вот сейчас наши избиратели должны понять, чем меньше явка, тем легче партиям проскочить сейчас избирательный, да, порог и проскочить в Бишкекский городской или Волжский городской, Токмокский городской Кенеш. И что это означает? Чем меньше людей придут, тем меньшая представленность горожан или там токмакчан, ашан, она будет в их местных кенешах. То есть, ну, представьте, да, вот почти мы говорим неофициально, что мы город-миллионник в Бишкеке, при этом в списке избирателей включено 490, да, там, тысяч избирателей, из них приходит, там, ну, грубо, да, если 10 человек и проголосовали, 10 человек решают, как будет жить столица. Поэтому горожане, ну, вот все наши избиратели должны понимать, что чем меньше явка, тем легче пройти партиям, тем меньше, худшее, тем меньше будет представленность наших интересов. Поэтому, когда есть явка выше, когда избиратели идут, то конкуренция среди партий же выше. Почему сейчас партии на самом деле появляются партии однодневки, да, или там кандидаты кочуют из партии в партию? Потому что предпочтение избирателя, оно становится как бы неинтересным кому-нибудь. Даже вот посмотрите их программы. Вот сейчас идут дебаты, да, онлайн-дебаты, дебаты на ОТРК. Интересные? Нет. Вот из-за чего я говорю, что кандидаты, они даже не напрягаются, они даже не придумывают, они даже не стараются придумать, как обратить внимание избирателя на себя. По накатанной, понимаете, и вот у всех одинаковые лозунги, одинаковые как бы предложения для наших избирателей, да, по общественному нашему транспорту, по мусору, по экологии, по воде и так далее. Поэтому важно ходить на выборы, и вот тем, кто говорит, без разницы, все те же самые лица, пожалуйста, проголосуйте против всех. Выбор есть всегда. Выбор есть всегда. Тогда такой вопрос. Какое оптимальное количество партий должно быть представлено в местном Кенеше, чтобы у нас появилась именно вот классический вариант демократии, когда есть пропозиция, есть оппозиция, есть нейтральные партии, когда действительно получится эффективная работа? 3 партии, 10 партий, 5 партий. Сколько оптимальное нахождения. Понятно, что количество депутатов четко зафиксировано. Я напомню, что 25 в Токмаке, и в Аше, и в Бишкеке по 45 кандидатов. То есть это города республиканского значения, и у них максимальная представленность депутатами местного Кенеша. Какое количество партий? Ну, смотрите, я все-таки сторонник того, что количество не определяет качество. Это важно. Да. И понятное дело, да, мы видели, когда было преобладание одной партии, да, в том же в парламенте, к примеру, да, в временах Джол, да, и потом на социал-демократы. Нет, тогда да. в 5-6 созыве. Да, когда это был Ахджол, да, был избран в 2007 году. И это ни к чему не приводит однозначно, да, не будет конкуренции идей, не будет плюрализма, да, различных мнений, представленности всех категорий граждан, которые живут в Кыргызстане. Поэтому ну, оптимально, наверное, в районе от 3 до 5,
Потому что если будет много партий, которые не имеют, да, ну, однозначно в нашей стране партии не имеют идеологической как бы, да, платформы, нет конкретики в их программах, нет конкретного, вот чем отличить партию от партии? Да? Истории. Ну, сейчас появились новые партии. Вот, истории у них нет, идеологии обратно же нет, потому что все предвыборные программы сейчас одинаковые. Поэтому такой конкуренции идей не происходит в местных кенешах, что в парламенте, что на уровне городов и сел. Да? Поэтому важно было бы, чтобы партии у нас имели, да, хотя бы. Даже не то, чтобы партии, если бы те лидеры, те кандидаты, которые хотят быть депутатами, они имели бы какую-то личную, да, там, понимание, как должен развиваться там, Бишкек или Ош или Токмак, то было бы хорошо. Но и даже на уровне кандидатов у нас нет таких как бы четких ориентиров, кто хочет развивать там социальный блок в большей степени, да, весь бюджет направлять на поддержку учителей и врачей за счет местного бюджета, да, или там развивать школы, инфраструктуру школ, кто там хочет развивать бизнес, чтобы в каждой семье там имели возможность там вести средний или малый бизнес. То есть нету, да, и поэтому от 3 до 5, думаю, оптимально, но обратно же важно требовать. Вот смотрите, сейчас Бишкекский городской кенеш уходит, да, и, дай бог, эти повторные выборы не будут отменены. Кто из депутатов отчитался перед избирателями? Ни один. Вот, понимаете, проблема. И обратно же, большая часть этих депутатов идут на эти выборы, и обратно же избиратели проголосуют за них. И вот я хотела, пользуясь вашим эфиром, обратиться к избирателям, да, то, что депутаты местного кенеша, то, что депутаты там, парламента, ну сейчас так как местный кенеш, да, вот Бишкекский городской кенеш или Ошский городской, Токмакский, они приходят, вам говорят, а вот это помните, в садике калитку я сделал. А помните, вот около школы скамейки я сделал, покрашено там, да, предыдущие выборы мы видели, что даже было проштамповано их именами, да. Наши избиратели должны понимать, на уровне местных кенешей это их обязанность разрешать наши все инфраструктурные, социально-хозяйственные вопросы, да, и это они, вот особенно с бишкекского бюджета выделяется сумма на реализацию таких мероприятий. Понимаете, это не деньги самого депутата, это наши с вами деньги, которые остаются в городском бюджете, и они выделяются для того, чтобы он работал со своими избирателями и так далее. Кроме этого, да, мы видим, когда утверждается бюджет, эти депутаты бьются каждый за свои округа, да, то есть за свои районы, кварталы, где они избраны, и туда проводят там дорогу, канализацию и что-то еще. Но обратно же, это их обязанность. И, понимаете, это за то, что они обязаны делать. Мы вот, понимаете, мы пришли к тому, когда мы за то, что человек обязан делать, мы их боготворим и благодарим. То есть мы пришли к тому, что не выполнять свои обязанности. Избиратель изначально имеет неправильное представление или отношение к кандидату, да, и что может вправе от него требовать и ждать. Да. Хорошо, это понятно, что это уже поведение между избирателем и кандидатом. Окей, но я хотела бы уточнить, почему еще необходимо приходить на выборы? Для того, чтобы можно было гордо сказать, что я решил судьбу Бишкека, но если у нас опять произойдет непризнание итогов выборов, мы же понимаем, что люди вообще больше не придут. Да, к сожалению, этот год, да, с прошлой осени у нас выборы за выборами и отмена за отменой, потом при этом все поняли, да, что выборы провели грязно, отменили, никто не понес ответственности, они же проводят выборы, и они же участвуют в выборах, да, то есть со стороны избирателей наших граждан, мне кажется, резонное такое сомнение и критика, и, конечно же, недоверие к выборам. Но обратно же, да, если мы плюнем и скажем, да, все равно какая разница, мой голос ничего не решает, все равно выборы идут грязно, идет подкуп там, да, или там устрашение, там, особенно это в Аше видно, да, что идет административный ресурс. И люди там вообще весело, я посмотрю, по сравнению с Бишкеком. Да. Ну, в Бишкеке партии поступают мудрее, и я боюсь, что завтра, послезавтра мы увидим все эти грязные технологии выборного процесса, конечно же, если правоохранительные органы будут выполнять свои функции четко. Поэтому первое, во-первых, конечно, то, что вы отметили, гордиться, что сходил на выборы и был участником решения судьбы нашего города, там, Аша, Токмака. Второе,
Я думаю, да, знаете, вот те люди, которые говорят, да, все равно, они, как вам сказать, на мой взгляд, морально должны были лишать себя хотя бы, да, права критиковать в дальнейшем. Потому что если человек не предпринял активных действий для того, чтобы жить лучше, да, ну, плеваться я тоже умею, да, то есть поэтому ругаться, плеваться, там, я не знаю, говорить о том, что все плохо, это самая легкая пассивная форма поведения и безответственная. Поэтому, если вы не пойдете, то меньшинство, которое, представьте, город-миллионник, из них половина только включается официально в списки избирателей, да, половина, получается, внутренние мигранты, которые до сих пор имеют проблемы там, либо с жильем, либо с документацией. И из этой половины еще там, меньше 30% однозначно по Бишкеку, да, около 30% в Аше придут. И вот эта часть, то есть наименьшая часть будет решать судьбу города. Какая явка прогнозируется? Вот в Аше, Токмаке и Бишкеке. А в Аше вот на прошлых выборах было... Там очень активные избиратели, на самом деле. Потому что, да, там чуть-чуть больше 40% было. Но учитывая, что последние дни, да, мы видим, что с подкупом избирателей и так далее идут процессы, я думаю, что явка может быть меньше. И еще, конечно, в Аше, так же, как и в Бишкеке, очень много заболевающих коронавирусом. Токмак. А в Токмаке, я думаю, явка будет та же, которая была, только я не помню в процентовке, сколько это было, но в Токмаке, он компактный город Токмак, да, и весьма дружный город, да, то есть, ну... Тем более всего у них 20 участков. Да, поэтому в Токмак, я думаю, что будет явка такая же. И в Токмаке не такое большое, как бы, распространение ковида. Поэтому в Бишкеке уж, конечно, явка будет ниже. Но смотрите, обратно же на выборы кто ходит? Ну, даже надо откровенно признавать, на выборы ходят те, кого партии заинтересовали. Первые заинтересованные — это сторонники, родственники, да, кандидатов. Вторые заинтересованные — тех, кого наняли либо агитатором, либо те, к сожалению, которых подкупили. Поэтому... Это основная часть. Я думаю, да. И меньшая та часть, которая вот то, что мы пытаемся с вами донести, что каждый из нас участвует через выборы, участвует в управлении государством, в управлении столицей, Ашом, Токмаком, и в управлении тем, какое качество жизни мы живем. Угу. Вопрос тогда такой еще. Мы очень часто писали о том, что необходимо соблюдать во время дня голосования, как должен происходить процесс. Ну, об этом, к сожалению, не хотят многие читать, а потом все возмущаются о том, что происходит нарушение. Вопрос такой. Как должен себя вести избиратель, ну, в данном случае уже в день голосования, если его пытаются подкупить? Какими методами, инструментами он может апеллировать для того, чтобы зафиксировать нарушение, куда ему обращаться? Знаете, очень вот обратно же политики приучили, да, на любом уровне избирателям платить за их голос. Мы видели, что было 11 апреля, да, в Бишкеке и в Аше. Это было просто ужасно, потому что я понимаю, да, состояние наших пенсионеров, да, и вообще всех нас, особенно после пандемии ковида, да, вот ковида. Привет, морковка за 105 да, сомов. Да, вот знаете, у всех кризис, да. Это факт. И людям нужно питаться, да, и оплачивать коммунальные платежи, готовиться к зиме, тем более прогнозы обратно же, да, к зиме не столь хорошие, надвигается уже, то есть продовольственный кризис, нехватка продуктов и цена их. Поэтому политики пользуются этим, да, то есть политики обратно же, но я просила бы, да, хотела бы донести до наших избирателей причинно-следственную связь. То есть эти же самые политики, нечестным путем избравшиеся во власть, они не проявляя обратно же эту непорядочность, незаинтересованность в решении реальных проблем, создании условий для нашей жизни, они же и держат нас в этой нищете. То есть почему не развивается бизнес там в Бишкеке, в Аше, почему до сих пор мы не можем упорядочить те же рынки, да, создать нормальные условия там для... Сумбур выгоден. Да, поэтому, понимаете, чем больше нищенства, что в карманах, что в умах, тем легче управлять такими людьми. И поэтому эти же люди обратно, представляете, вот 4 года сидят в местных кинешах, там кидают подачки в виде того, что отремонтировали скамеечки, там покрасили заборчик или построили футбольное поле. Потом приходят в день голосования, предлагают пакетик еды,
или 2000 сом, да, уже ставка всем понятна. Уже повысилась, Да, кстати, да. ну, с учетом кризиса и конкуренции, да, денег среди партий, а не идей. Поэтому они в день голосования обратно же вот, приходят и покупают, и обратно все то же самое. То есть вот это ощущение дежавю, что это все было, и почему-то 30 лет по замкнутому крысиному кругу мы бежим, это вот именно из-за того, что есть причинно-следственная связь между тем, кого мы выбрали, их непорядочностью, и тем, что они просто идут подкупают. Поэтому важно, да, конечно, у нас по законодательству, если избиратель сообщит о том, что его пытались подкупить, избиратель не будет привлекаться к ответственности, но таких фактов, практически кейсов не бывает. Да? Сегодня, кстати, был обнаружен такой факт. Ваш избиратель подтвердил, что его пытались подкупить, предоставил эти деньги. Милиция занимается. Для меня, честно говоря, это был, с одной стороны, очень радостный факт, а с другой стороны, я расстроилась, что это был единственный факт. Я понимаю, что таких случаев там было очень много. И только один человек оказался готовым публично рассказать об этом с заявлением в милицию. Об этом вы также можете прочитать у нас на сайте. Это вот свежая новость, с утра висит. Можете обратиться вот в милицию раз, два, да, то есть к вашему вопросу возвращаясь. У нас у всех есть сотовые телефоны, да, и есть интернет, пожалуйста, вы можете сделать запись диктофона, если вы боитесь, да, как бы открыто снимать. Если есть возможность открыто снять, то лучше снять, да, и это можно отправить на сайте ЦИК, есть данные координационной группы оперативного реагирования, к ним можете... Короткий номер там есть, да. Сотовый, да. И вы, конечно, можете разместить в интернете, в средствах массовой информации, да, и в дальнейшем то, что публикуется в СМИ, начинается маленькая практика, что это потом рассматривается уполномоченными органами, а прокуратура и милиция в обязательном порядке по законодательству обязаны рассматривать те факты нарушений, которые СМИ опубликовала. Поэтому и СМИ гарантируют, да, в большей степени анонимность. Я думаю, что вы можете вот и в «Кактус» обратиться, отправить. Но с этим надо бороться, да, и вот думать, к сожалению, обратно же, да, были попытки, но это были в другие времена, да, ну, 2007-2010 года в большей степени, когда тот человек, который говорил о нарушении, его самого делали нарушителем, да, и были проблемы. Но сейчас, конечно, от этой практики наши правоохранители отходят и суды. Поэтому я думаю, что свободы не надо больше. бояться Да. делать этого, тем более, что, вот как Атыр Болотбековна подчеркнула, что человек, заявивший о попытке подкупа, которого подкупили, он освобождается от наказания. А если обе стороны будут уже пойманы, тогда уже ответственность несет и избиратель в том числе. Это большой штраф, да, и избиратель должен будет оплатить. А почему люди боятся? Потому что это местное сообщество, и могут найти, побить, да. угрожать. С чем это связано? Почему люди не хотят обнародовать подобные факты? Первое, конечно, боятся, вы абсолютно правильно говорите. Вот только вчера я читала Шухруха Саипова, да, жителя Аша, и журналиста, что он обращался, да, что вот к этническим меньшинствам, на самом деле это касается всех нас, что они, когда заявляют о нарушениях, само же местное сообщество начинает их пристыжать, угрожать и так далее. Да. Вот в апреле на выборах Максвертского, конечно, к примеру, мои студентки, да, которые обучаются в МУЦе, они были наблюдателями, и они пытались пресекать такие там, нарушения, как подкуп, там, влияние на участках. И наши же старшее поколение, да, наши отцы и матери, скажем так, запугивали, да, студенток, молодых девушек, угрожали тем, что они после выборов их найдут, да, и там расправятся с ними и так далее. То есть в Бишкеке, конечно, это в меньшей степени наблюдается, но обратно же в Бишкеке есть новостройки. Да, там вот также пока правило того, что одна улица и там один квартал друг друга очень хорошо знают, есть квартальные, есть домкомы. Вот тут, конечно, возникают проблемы. Мы видели те выборы, как домкомы квартальные да, нарушали законодательство, и они потом вот тем избирателям, которые это сообщают, и не дай бог это в отношении партии, который сотрудничал тот самый домком или квартальный, они потом мешают им справки получать там, и так далее. Вот это есть, конечно, но обратно же, да, это вопрос времени, и на действие со стороны, по крайней мере, домкомов и квартальных можно будет также обращаться в МТУ или в мэрию и жаловаться, потому что это злоупотребление, да, тем положением, которое у них есть. Это было раньше, и сейчас, может быть, немножко сохраняется, но обратно. Или мы будем разрушать
стереотипы и вот эти сложившиеся практики, либо мы будем дальше продолжать по этому крысиному кругу бегать. Все как-то печально, но на выборы ходить надо. Что это нам даст? Какие последствия могут быть дальше? Имеем ли мы право требовать что-то с кандидатов, которые уже станут депутатами? Какие права и преимущества приобретет избиратель, если он сходит на выборы? Конечно, право голоса и право управлять, да, столицей, там, городом Ош, Токмаку, в первую очередь. И, во-вторых, влиять на то, как мы живем, на то, как решаются вопросы мусора, экологии, там, воды. Да, вот в этом году вообще воды у нас практически нет. Да, осень наступила неожиданно. Да, уже на самом деле нету зелени, а все пожелтело, сгорело, и вот этот смог, вода-то помогает, да, и со смогом, и со многими вопросами, но, к сожалению, воды нету тоже. Во-первых, то, что вы сходили на выборы, вы определили, кто будет управлять, и вы, конечно, будете заинтересованы отслеживать деятельность этой партии, этого кандидата, да, если вы конкретно кому-то поверили, и в дальнейшем спрашивать с них, что уже внутри себя у вас есть уверенность, что я-то тебя избирал, я за тебя проголосовал, поэтому я буду себя спрашивать, работай, мой дорогой. То есть это первое, конечно. Второе, важно, что также могут обращаться со своими идеями и предложениями, да, что у нас в меньшей степени развито. Наши избиратели, они вправе не только требовать работы и выполнения предвыборных обещаний, их функций и обязанностей как депутатов, но и предлагать то, что видят на местах сами, да, пути решения. И, конечно же, сейчас, на мой взгляд, да, от того, что вот очень многие обратно, да, избиратели думают, вот я же взял пакетик продуктов или деньги, я обязан за них проголосовать. Ну, на самом деле это внутренняя некая мораль, и то есть это образ и пример поведения, который вы показываете детям, да, то есть младшему или молодежи. И это плохо, что мы транслируем такие традиции. Вот, поэтому я думаю, что надо требовать еще от себя, что вот я поступил честно, я поступил порядочно, пожалуйста, будь порядочной, честной властью. Вопрос такой сразу у меня возникает. Очень многие люди боятся, что кто-то, члены комиссии избирательной участковой партии, кандидаты, может быть, сам Центр избирком будет знать, как он проголосовал. Это возможно? На голосование. Нет, вот это я гарантирую точно. Это единственное из того, что я могу гарантировать в нашем выборном процессе. На самом деле никто никак не определит, за кого вы проголосовали, потому что бюллетени, они печатаются, они не пронумерованы. То есть это обычная, ну, скажем так, бумага, да, и вот посчитайте, как чистый лист, да, на который вы поставили свою галочку, положили в этом чистом листе, там на каждом участке 600-800 листов, и которые из них ваши, никто никогда не определит. Во-вторых, на вот этих автоматических считывающих урнах нету никаких чипов, никаких видеокамер, которые сличают там вас, ваше лицо и ваш бюллетень, за кого вы проголосовали. Нету этого. Это слишком сложно и дорого. Да. Это дорого, у нас нет денег, как всегда. Для нас это дорого, ну и потом это на самом деле пока невозможно, да. Ни в какой стране еще такую технологию не применяли. То есть тайна голосования у нас соблюдается 100%. И важно, вот здесь единственное, что вы можете требовать в день голосования, да. В первую очередь требуйте, чтобы соблюдалась дистанция. Между кем и кем? Между избирателями, между теми, кто, ну, в большей степени, конечно, избирателями, потому что у нас происходит там скопление во время идентификации, скопление во время выхода из строя ОСУ, да, люди ждут, и абсолютно не соблюдается дистанция. Поэтому требуйте, и, конечно, сами можете показывать пример, это нужно. Второе, что нужно требовать, это, конечно, обработки, да, идентифицирующего аппарата и кабинки для голосования, потому что сейчас с учетом того, что приняло алгоритм действий, да, который приняло правительство, каждый раз после каждого избирателя этот идентифицирующий аппарат должен спиртовой салфеткой обрабатываться, да, и кабинка для голосования должна также обрабатываться. Поэтому требуйте, ваше здоровье нам важно, да. И самое главное, когда вы выходите из кабинки для голосования, смотрите, чтобы с урной, рядом с урной никого не было. Никто не вправе находиться рядом с урной.
ни члены участковой избирательной комиссии, ни наблюдатели. Особенно это касается города... Милиции, представители партии. Да, и еще и города Оши-Токмак, потому что не все избирательные участки у нас в больших спортивных залах школ, да, то есть есть и маленькие избирательные участки, поэтому вы имеете право требовать, чтобы от урны отошли, и это важно, потому что психологически у всех срабатывает, что если рядом с урной стоит человек, значит он подглядывает и он видит. Поэтому требуйте, чтобы они отошли, проголосовали. Как проверить себя, что мой голос был учтен? Где и как? Ну, обратно же на сайте Центральной избирательной комиссии, да, вывешивается список лиц, кто проголосовал, и, конечно, можно проверить, это происходит там через практически неделю, да, по законодательству срок меньше, но в течение недели ЦИК вывешивает. Это раз, и на сайте uss.shilo.gov.kg там. Да, и также эти списки проголосовавших вывешиваются в твердой версии на избирательных участках. То есть это еще можно после дня голосования прийти на участок и проверить. Зафиксировали вас или нет? Ну, там будет обратно же, да, возвращаясь к тайне голосования, там будет, к примеру, просто указано Абдрахматова Атырбол Пековна. То есть я пришла и проголосовала. За кого, как и каким образом, это не указывается, потому что это непонятно, это никто не сможет уточнить и узнать. Вот поэтому можете посмотреть, конечно, но большая часть из нас пользуется интернетом, и, конечно, сайт от ЦИК посмотреть легче, но плохо, что оно вывешивается в PDF формате. Я думаю, что вот я как раз внесла же предложение, что оно должно быть все-таки машиночитаемом, да, формате, чтобы каждый мог скачивать и обрабатывать, там, смотреть, там, делать аналитику, к примеру, нам, да, кто выбором занимается, а избиратели могли бы легче находить. Ясно. Спасибо большое за такой интересный эфир. И мы еще раз призываем, я думаю, я и ты призываем людей прийти на выборы в Бишкеке, Оше и Токмаке. Обязательно уже в это воскресенье. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 20 часов вечера. Даже те, кто приедет с Иссык-Куля чуть пораньше, могут даже успеть забежать на свой избирательный участок и сделать свой выбор. Обязательно приходите, сообщайте о всех нарушениях, которые могут произойти завтра, могут произойти в день голосования или даже после. Все контакты у вас есть у нас на сайте. Вы можете обращаться к нам в личку в социальных сетях во всех. Мы доступны везде. Наш колл-центр. Можно ко мне лично на странице. Пожалуйста, мы обязательно все зафиксируем и сохраним тайну обращения, если вам это будет необходимо. Мы, как всегда, это гарантируем. Я благодарю за этот эфир. Спасибо большое, Атыр. И я с вами со всеми прощаюсь. Напоминаю, что в 12 часов у нас будет еще один эфир. Это будет моя коллега Наталья Тимирбаева. Она расскажет о вакцинации. Пожалуйста, присоединяйтесь и не забывайте, что Кактус Медиа любит вас.